Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе. Глава государства Бадра Гунба и премьер-министр Владимир Делба представили коллективам новых руководителей. В республике началась весенняя призывная кампания. Согласно указу президента, призыв проходит с 1 апреля по 30 июня. Бадра Гунба представил парламенту кандидатуру Адгура Агарба на должность генерального прокурора Республики Абхазия. Кандидатура генпрокурора должна быть утверждена депутатами Народного собрания. Генпрокурор утверждается сроком на 5 лет. Указами президента Абхазии назначены руководители 14 министерств. В первый рабочий день после праздничных выходных глава государства Бадра Гунба и премьер-министр Владимир Делба представили коллективам новых руководителей. Подробности в материалах наших корреспондентов. Назначенный министром культуры Даур Кови уже возглавлял министерство с 2022 по 2023 годы. С 2023 года занимал должность заместителя главы администрации Галского района. Президент Бадра Гунба пожелал успехов Дауру Кови на новом посту. Динара Гудиев Хасмыр, Ерубаски Арашай Городокоп, Яцелцот Аусура, Скуяна Готлара, Алдыр, Кырджа, Джуба, Илбахо, Хапсо культурасы, Ицеге, коллектив Хойархона. Указом Бадры Гунбы министром экономики назначен Теймураз Микваби. Ранее он занимал пост заместителя министра экономики. Его предшественницей была Кристина Озган. Также Микваби является одним из победителей конкурса управленцев команды Абхазии. Бадра Гунба поблагодарил коллектив министерства за годы слаженной работы, направленной на улучшение экономики страны. На протяжении нескольких лет довольно-таки положительная динамика и экономического роста. Но, конечно же, этого недостаточно. Нужно двигаться вперед, нужно улучшать, создавать условия для привлечения и инвестиций, создания благоприятных условий для участников экономического процесса на территории Республики Абхазия. Поэтому уверен, что ваш опыт, умения, знания пригодятся вашему коллеге, новому руководителю Теймуразу Зурабовичу. Хотел бы поблагодарить Кристину Константиновну Озган за ее вклад в развитие и становление нашего экономического потенциала. Безусловно, все эти годы напряженной работы, которая была направлена на улучшение экономического состояния нашей страны, они не могли не отразиться. Они действительно показатели хорошие, динамика хорошая. Уверен, что Теймураз Владимирович, вы сможете сохранить эту динамику и приумножить. Я осознаю, насколько большой ответственностью является работа в Министерстве экономики, тем более занимать пост руководителя. Кристина Константиновна и весь коллектив под ее руководством задали очень высокую планку. Я надеюсь, мне удастся сохранить и, может, даже приумножить то, что было сделано. Я понимаю, что нам предстоит очень много работы. И в момент, когда я соглашался с предложенным мне постом, первое, о чем я думал, это коллектив Министерства экономики, потому что без их поддержки, без уверенности в том, что их профессионализм, доброта и отзывчивость мне помогут, я бы никогда не согласился со столь ответственной работой. Спасибо большое. Министерство финансов возглавил Саид Губаз. До этого он был заместителем министра финансов, начальником управления казначейства. Уверен, что его знания, опыт, умение слаженно работать пойдут на пользу такому важному ведомству. Действительно, за несколько лет результаты и динамика роста показателей, собираемости, вообще самой структуры бюджета, они, конечно же, положительные, но нам на этом останавливаться нельзя. Нам необходимо двигаться в рамках вашей деятельности. Мы очень надеемся и рассчитываем на то, что эта динамика будет сохранена. И надеюсь, что все, что было наработано до вас, вы приумножите
и все свои знания направите на улучшение качества жизни граждан нашей страны. Очень ответственная для меня задача. Хочу также поблагодарить моего предшественника Владимира Валерьевича Делба и коллектив Министерства финансов за тот высокий уровень, на котором организована работа министерства. Перед Министерством финансов всегда стояло много задач, таких задач в будущем будет еще больше. Я убежден, что ваш опыт, профессионализм, знания позволят нам и в последующем осуществлять свою деятельность на очень высоком уровне и эффективно решать задачи, которые ставит перед нами руководство нашей страны. Указом Бадры Гумбы главой МИД Абхазии назначен Олег Барциц. Барциц – выпускник МГУ и дипломатической академии, бывший торговый представитель Абхазии в Москве. Бадра Гумба представил нового министра коллективу МИД. Олег Мусасович вам известен, можно сказать, назвать его вашим коллегой. Он долгие годы представлял, руководить торговым представительством Абхазии в Российской Федерации. И уверен в том, что тот опыт, навыки, умения, которые у него есть, он применит уже в новом статусе, в новом амплуа. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Сергея Мироновича, человека, который всю свою жизнь посвятил служению своего Отечества. Глубоко уважаю Сергея Мироновича за его отношение к стране, к народу, и уверен, что его знания, опыт и дальше будут полезны для нашего государства. Мы обязательно найдем формы взаимодействия, и Сергей Миронович, как и как ранее, останется в строю. Но прежде всего хочу поблагодарить замечательный коллектив, с которым мне посчастливилось работать и убедиться в их профессионализме. Я увидел, что они способны решать те задачи, которые стоят перед государством. Ну и перед дипломатией абхазской сегодня стоят непростые задачи, такие же сложные, как это было и прежде, потому что сегодня мы живем в условиях, когда идет переустройство мировой системы, и здесь существуют различные угрозы. Я уверен, что коллектив справится, руководитель у них молодой, опытный. Я думаю, что можем рассчитывать на большие успехи в дальнейшем тоже. Желаю вам больших успехов в вашей новой работе. Прежде всего хочу поблагодарить за оказанное мне доверие. Я хочу проинформировать коллектив, что вот в ходе тех предварительных бесед Бадра Зурабович обозначил приоритеты как президент страны для внешнеполитического ведомства, направления, на которых стоит сконцентрировать особый потенциал усилий и внимания. И, разумеется, мы будем выполнять эти задачи с учетом сегодняшней ситуации. Уверен, что и профессионализма, и настроя на работу у коллектива, у всех у нас вместе будет достаточно. Министерство энергетики Абхазии возглавил победитель конкурса управленцев команды Абхазии Батал Мушба. Ранее он занимал должность начальника управления энергетики и транспорта. Бадра Гумба выразил надежду на то, что его опыт и знания помогут в решении острых вопросов в сфере энергетики. Уверен, что общими усилиями мы сможем преодолеть те сложности, которые сегодня актуальны для нашего государства, для нашего общества. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Джансуха Эдуардовича, человека, который действительно все эти годы сделал все, что зависело от него. Вы знаете, в том числе и транспортная направленность. В этом году мы уже совсем скоро открываем, после реконструкции, аэропорт имени Владислава Григорьевича Ардзенба. Безусловно, это в том числе заслуга Джансуха Эдуардовича. Поэтому принято решение, что Джансух Эдуардович еще многое может сделать для своей страны, быть полезным для нашего общества и государства. Поэтому Джансух Эдуардович назначается вице-премьером правительства Республики Абхазия, который будет в том числе курировать и данное направление. В первую очередь хотел бы выразить искренние слова благодарности за ваше доверие, за то, что мы продолжаем работу. Хотел бы поблагодарить также коллектив Министерства энергетики и транспорта. Работа министерства будет продолжена уже в другом формате, но, несмотря ни на все, тот результат, который для нас всегда был самым главным показателем, он будет сохранен. Батал Владимирович, мои самые
теплые и самые добрые пожелания в добрый путь. Хотел бы поблагодарить вас за оказанное доверие, высказать благодарность коллективу. Уверен, что мы как одна команда сможем и дальше решать те задачи, которые ставятся перед нами. Президент Бадра Гумба назначил Эдгара Бения министром по налогам и сборам республики. Ранее пост министра по налогам и сборам занимал Михаил Габелия. В этом смысле ваша слаженная работа руководителей Министерства по налогам и сборам дает свой результат. Время не стоит на месте, нам необходимо дальше двигаться, улучшать качество нашей работы. В этом смысле то решение, которое было принято мной о назначении нового руководителя, не говорит о том, что есть какие-либо вопросы, претензии к предыдущему руководителю. Наоборот, я высоко ценю профессионализм Михаила Валерьевича. Знания, опыт Михаила Валерьевича будут востребованы в рамках государственной службы. Мне приятно говорить о том, что и в Гагарском районе в том числе была проведена серьезная работа по администрированию, по собираемости налогов. И в этом смысле ваш коллега Эдгар Русланович тоже проявил высокий профессионализм. Я уверен, что те наработки, которые были в районе, также будут и в рамках республиканских ваших действий предприняты. Желаю вам успехов на благо служения своему Отечеству. А Михаила Валерьевича еще раз благодарю за его отношение к работе, его профессионализм, отношение к коллективу. Я высоко ценю его человеческие качества и уверен, что Михаил Валерьевич, нам с вами предстоит сделать еще очень много хорошего. Михаил Габелия также поблагодарил коллектив Министерства по налогам и сборам за совместную работу и пожелал новому министру успехов в новой должности. Эдгар Бения также поблагодарил главу государства за доверие. Арика Трапшина, Алгвинджа, Абхазское телевидение. С утра премьер-министр республики принял новых вице-премьеров Джансу Хананба, Роберта Киут, Тараса Хагба и Вараздата Минасяна. Владимир Делба поздравил их с назначением на высокие государственные должности. Он отметил, что по каждому важнейшему направлению деятельности Кабинета министров между вице-премьерами будут распределены обязанности. Премьер-министр Владимир Делба подчеркнул, что за последние годы очень много было сделано, достигнуто в социальном и экономическом развитии страны. Эти результаты необходимо сохранить и приумножить. Президент Республики Абхазия Бадр Зуравович Гумба, оказав доверие, возложил еще и огромную персональную ответственность за выполнение основных задач, поставленных главой государства. Я уверен в том, что ваши знания, опыт и личные качества помогут вам в достижении намеченных целей и получения соответствующего результата. Указом Бадры Гумба руководителем аппарата Кабинета министров Абхазии назначен Ятыр Ажиба, победитель конкурса управленцев команда Абхазии. Коллективу Кабмина нового руководителя представил Владимир Делба. Ятыр Ажиба – выпускник юрфак Абхазского госуниверситета. Окончил аспирантуру финансового университета при правительстве Российской Федерации. Получил еще одно высшее образование по направлению экономики. С 2013 года по настоящее время трудился в Министерстве финансов на различных должностях. В системе управления не новый человек. Мы знаем его как очень организованного, как очень ответственного работника. И убежден в том, что именно эти качества ему помогут здесь продолжать деятельность в качестве начальника аппарата управления. Крайне уважительно отношусь к работникам этой структуры, потому что за многие годы здесь я понял, что эти люди действительно дают пример в работе, пример в поведении. Та высокая планка, которая поставлена здесь, в том числе и Давидом Руслановичем, я постараюсь со своей стороны поддержать, укрепить. Надеюсь, каждый из вас сможет с уверенностью на меня опираться, так же, как и я на вас. Предшественником Ятыра Ажиба был Давид Сангуля, который возглавлял данный пост на протяжении 8 лет. Премьер-министр поблагодарил его за проделанную работу и подчеркнул его заслуги как отличного специалиста и хорошего организатора. Давид Русланович достаточно успешно
и результативно справлялся со своими обязанностями, за что я очень признателен. Вот, полагаю, что его опыт, компетенция, его знания и личные человеческие качества обязательно будут востребованы, и мы точно найдем возможность увидеть его еще в реализации основных задач нашего государства. Очень большой профессиональный коллектив, очень хорошие сотрудники, у всех высокие моральные качества, профессиональные. Я уверен, что вы, во-первых, вы со всеми знакомы, вы сами проработали всю свою трудовую деятельность в органе согласования, в Министерстве финансов. Это один из 3 органов согласования в Республике Абхазия. Со всеми знакомы, всех профессиональный уровень вам знаком. Я уверен, что у вас получится и еще много хороших дел сделать. Премьер-министр представил коллективу Министерства просвещения нового министра Хану Гунба. Владимир Делба поблагодарил от лица правительства Инала Габли и отметил, что его компетенции, знания, опыт, работа и личные качества обязательно будут востребованы для реализации важнейших задач в развитии государства. Несомненно, очень важные аспекты вашей деятельности повлияли на развитие образовательной системы в целом. Очень важное направление, которому вы особое внимание уделяли, международному сотрудничеству, которое повлекло за собой реализацию масштабных совместных проектов с коллегами из Российской Федерации. Вовлекались в эти проекты большое количество молодых людей. Образование – это игра в долгую. За 5 лет, за 10 лет мы больших результатов не добьемся. Только системные шаги предприняты руководством страны целенаправленно, все вместе, если мы будем идти к большим задачам в сфере воспитания, просвещения, тогда будут результаты. Поэтому я желаю всем нашим коллегам успехов, новому руководителю успехов. Хочу также, как я выше сказал, поблагодарить руководство Абхазии, которое доверило мне такую высокую должность. У Ханы Гунба большой опыт преподавательской работы. Она окончила госуниверситет на красный диплом. Успешно закончила аспирантуру Академии наук Абхазии. Работала учителем в школе, директором Гагарской школы номер 1. А с марта 2022 года занимала должность заместителя главы администрации Гагарского района. Атак бхықәра ду зцу аус аанагӡараҿы ҳажәлар намыс-цқьала рымаҵ аураҿы сақәгәыӷуеит шәԥышәа, шәдырра, шәыжәҩахыр. Государственный комитет по управлению госимуществом и приватизации возглавил Юрий Зухба. Юрий Зауревич в 2002 году окончил юридический факультет Черноморской гуманитарной академии в городе Сочи по специальности юриспруденция. С 2002 по 2007 год трудился юрисконсультом администрации Галского района. С 2004 по 2007 год депутат Ачимчирского районного собрания. С 2007 по 2012 год депутат Народного собрания парламента республики 2 созывов. Председатель комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками. С 2020 года по 18 апреля текущего года трудился в должности заместителя директора государственного предприятия «Абхазберегозащита». Сплоченный коллектив, который не понаслышке мы знаем, слышали, это все характеризуется в первую очередь вашим профессионализмом. Но отдельно хотелось бы сказать слова благодарности Беслану Сергеевичу, который стоял еще у истоков национально-освободительного движения Абхазии, когда было все очень сложно. Сейчас мы сами предоставлены себе, у нас есть возможность трудиться на благо нашей Родине. Премьер-министр поблагодарил экс-руководителя Госкомитета Беслана Кубрава за проделанную работу. Беслан Кубрава, в свою очередь, отметил, что коллектив профессиональный и хорошо справляется со своей работой. Вам огромное спасибо. Юрий Заурович, я хочу пожелать вам успехов. Это серьезное назначение, это совершенно новый этап в вашей жизни.
Премьер-министр Владимир Делба представил коллективу нового начальника государственной миграционной службы Саида Цвинаря. Он выразил уверенность, что Саид Цвинарь, обладая необходимым опытом и квалификацией, сможет эффективно руководить службой. Работа в сфере нормативно-правового регулирования тоже особое важное направление, которое ведется в этом ведомстве. За последние годы, наряду с другими достижениями, мы, естественно, и начали наблюдать и темпы роста поступления доходов в бюджет. Это все обусловлено слаженной вашей совместной работой, за что я вас искренне от лица правительства благодарю. Саид Бесланович успешно окончил Государственную таможенную академию, после начал трудиться в Абхазском государственном университете в качестве преподавателя на одной из кафедр. Впоследствии стал трудиться в Государственном таможенном комитете. Высоко пользуется авторитетом среди своих коллег. Я убежден, что и в этом коллективе будет продолжать выполнять те задачи и функции, которые возложены на миграционную службу. Основные направления, которым планирую организовывать деятельность, в первую очередь, здесь все офицеры, поэтому это вопросы служебной дисциплины. И второй, ключевой, это эффективность, повышение ее эффективности. Там очень широкий спектр направлений. Нужно будет повышать уровень взаимодействия межведомственного, потому что так или иначе вопросы миграции связаны со многими сферами жизнедеятельности нашего государства. Это экономика, это безопасность. Коллективу управления капитального строительства представлен новый начальник Демир Гамисоня. Владимир Делба подчеркнул значимость работы, проделанной экс-начальником УКС Тимуром Агарба. Со своей стороны Тимур Агарба выразил благодарность команде за совместную продуктивную работу, подчеркнув, что результаты были бы невозможны без сильного профессионального коллектива. Под руководством Тимура Михайловича было сделано очень много, начиная с реконструкции и строительства объектов социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры, в реализации масштабных проектов инвестиционного значения. Это все можно обозреть, это все, как говорится, осязаемо, да, это видно. Без этой мощной команды профессионалов, без такого дружного коллектива таких результатов не было бы достигнуто. Здесь собраны одни из лучших профессионалов в строительной отрасли. И у нас уже сложились не только рабочие отношения, мы тут работали как одна большая семья, и за это я хотел бы поблагодарить вас всех, каждый из вас вносил частичку своего вклада в то, какие результаты мы достигали. Владимир Делба выразил уверенность, что новый руководитель Демир Гамисоня продолжит активно работать над реализацией поставленных целей и задач. Демир Гамисоня поблагодарил руководство за оказанное доверие. Тимур Михайлович, мне особо приятно, что сегодня вы присутствуете здесь, потому что вы на протяжении долгих лет являлись нашим руководителем, которого мы безумно уважаем. И планка задана очень высокая. Владимир Валерьевич, постараемся оправдать надежды и ни в коем образе не подвести. Коллектив УКС выразил готовность поддержки нового руководителя в реализации намеченных планов. Шазина Ханагуа, Давид Авицба, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров поздравил Олега Барцыца в связи с назначением на пост министра иностранных дел Республики Абхазия. Настроен на конструктивный товарищеский диалог по всем актуальным для наших государств вопросам двусторонней и внешнеполитической повестки, отмечается в частности в поздравительном адресе. Сергей Лавров пожелал Олегу Барцыцу успеха в ответственной деятельности и пригласил посетить Россию с рабочим визитом. 22 апреля состоялась первая рабочая встреча министра иностранных дел Олега Барцыца с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия Михаилом Шургалиным. Они обсудили ряд вопросов двусторонней и международной повестки дня, в частности, связанные с планируемым визитом президента Бадры Гунба в Российскую Федерацию для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, а также касающиеся соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства.
В республике началась весенняя призывная кампания. Согласно указу президента, призыв проходит с 1 апреля по 30 июня. Первая группа призывников, а также представители Министерства обороны возложили цветы к мемориалу погибших защитников Отечества в парке Славы в Сухуми. Затем молодые люди направились на медицинский осмотр, после чего их ждет курс молодого бойца и распределение по воинским частям и подразделениям. В соответствии с указом президента в республике началась призывная кампания с 1 апреля 2025 года. На данный период проведены все предварительные мероприятия, которые должны были проводиться в соответствии с данным указом. Все запланированное проведено в полном соответствии. На сегодняшний день у нас будет первая отправка войска молодого пополнения. Ожидаем хороший плодотворный призыв. Тимур Агарба утвержден в должности главы администрации Сухума. Такое решение принято депутатами Сухумского городского собрания единогласно. Перед голосованием руководитель администрации президента Беслан Эшба представил кандидатуру Тимура Агарба и обратился к депутатам с просьбой утвердить ее. После голосования, которое прошло тайно, новый глава столицы поблагодарил депутатов за доверие. Он человек ответственный, очень любит наш город. Много его труда здесь есть, как руководителя управления капитального строительства и когда руководил городской строительной организацией. Поэтому соответствующее образование присутствует. Парень очень уважаем, ценим как человека, как управленца. Так что вот так, обдумав все, президент решил представить кандидатуру на утверждение. Я горжусь тем, что мы с вами поработали эти 5 лет и всегда находили взаимопонимание. Я уверен, что в будущем, если вы сейчас подтвердите его кандидатуру, то и в будущем у вас тоже получится. Но надеюсь, что еще лучше, чем у меня получалось, потому что любой руководитель, который приходит и меняет предыдущего, должен делать еще больше. В городе очень много проблем, и на местах вы об этом знаете. Я готов работать с вами совместно, открыто, конструктивно. На самом деле хочется сделать очень много, все и сразу, как говорится, но, к сожалению, в силу ограниченных возможностей финансовых бюджета города будем исходить из возможностей и максимально эффективно использовать тот ресурс, который у нас есть, и планируем привлекать какие-то дополнительные средства для того, чтобы делать жизнь города и горожан лучше. Вопросы вступления в силу и реализации принятого закона о кадастре недвижимости стали предметом обсуждения на расширенном заседании парламентского комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. Участники заседания обсудили многочисленные вопросы, возникшие в структурах местных органов госуправления, касающиеся предстоящей деятельности Государственной кадастровой палаты и передачи ей с 3 июня полномочий БТИ. В обсуждении, которое вел председатель комитета Резу Зантари, участвовали спикер Лаша Ашуба, депутаты парламента, представитель президента в парламенте Батал Айба, а также представители кадастровой палаты, главы и представители администрации городов и районов республики, сотрудники отделов землеустройства и землепользования БТИ. Расширенный репортаж заседания парламентского комитета смотрите в нашей сегодняшней программе. И в завершении выпуска о погоде. В среду в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 8-13, днем 16-21 градус. Температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.